Самое время осознать, что вы идете по единственному в мире городу, в 100 метрах от центральной улицы которого находится кладбище динозавров. Набережная, новый 1977 год, Полблаговещенска, как всегда, встречала на набережной Амура. Для одного 28-летнего благовещенца праздник закончился больницей. Он поскользнулся и сломал стопу. Мало кто знал тогда, что скорая помощь увозит с Благовещенской набережной того самого Геннадия Лущикова, который за 4 месяца до этого на Олимпийских играх в Монреале завоевал первую медаль для сборной СССР по стрелковому спорту. Сколько медалей увез Геннадий Лущиков с чемпионата Европы и сколько раз впоследствии становился чемпионом мира. А посмотрите на окна 2-го этажа БГБУ справа от центрального входа. Это аудитория историко-филологического факультета. Если бы вы заглянули в одну из аудиторий в начале 60-х годов, то среди прочих студентов увидели бы будущего археолога с мировым именем Анатолий Деревянко. Благодаря какой находке Анатолию Пантелеевичу удалось выявить и описать новый для науки подвид человека, который стал настоящей мировой сенсацией? Ой, кажется, нашла. Ответ? Да нет, объект номер 9. Центр эстетического воспитания детей. Два самых первых телефона в Благовещенске находились на этом самом месте. Они соединяли торговый дом Чурина со складом и работали без всякой телефонной станции, потому что вызываемый абонент на весь город был всего-навсего один. К 1905 году их стало ровно 50. В 1910 году адреса и телефонные номера важных горожан, которым можно было позвонить, например, врачей, публиковались отдельными колонками в местных газетах. Какой номер надо было назвать телефонистке, чтобы вас соединили с человеком, который впервые в мире сделал костно-пластическую операцию на голени?